أجمل وطني في حياتي. Как прекрасна жизнь в моем городе. Нас бомбили. Мои друзья, родственники погибали. Словно тигр набросился на нас. Когда началась война, мы стали делать все со страхом. Со страхом ходили в церковь. Со страхом навещали родных. Со страхом ходили в магазин. Я виделся с ним за день до того, что произошло. Он приходил к нам домой, мы вместе играли. Бомба угодила в их школу, но он не там погиб. Бог дал ему еще 2 дня жизни. Он погиб в магазине. Он был не просто другом для меня, мы были очень близки. Каждый день мы ходили друг к другу в гости и играли в игры. Мы общались просто. «Привет, как дела? Ты в порядке?» Говорили о том, о сём. Около 6 часов вечера он позвонил мне и сказал: «Акоп, я не могу прийти». Это был последний раз, когда я разговаривал с ним. Я написал ему, что теперь он стал ангелом у Бога. Когда мы, наконец, избавимся от этой войны? Вот о чем я думал. Когда я ложился спать, я думал, проснусь ли я живым и невредимым. У меня в Алеппо были и другие друзья. Армана Хиндояна уже нет в живых. Вот здесь я также с Хачиком Солокяном и Эмилио Хамуи. Теперь только 3 из нас живы. Я видел сон, что мы играем в мяч, и он ударил меня мечом так, что я расплакался. Затем он подошел ко мне, поднял с земли и сказал: «Не плачь». Я уже 4 раза видел своего друга во сне. У нас есть воспоминания за эти последние 5 лет, которые мы не можем забыть. Я даже не знаю, о каком из них рассказать. Особенно помним голод, когда в Алеппо не было еды, и люди страдали, искали что-нибудь поесть. Внезапно упала ракета. Мы были в страхе, мы страдали. В смятении дети меня спрашивали: «Мама, что теперь с нами будет?» Наша квартира была на 2-м этаже, и мы боялись, что ракета достанет нас. Мы и все наши соседи побежали вниз, чтобы укрыться в подвале. В Алеппо совсем нехорошо. Там каждый день живешь под огнем. Летит самолет, сбрасывает бомбы. Mama says
Однажды я играла возле окна, мама была дома, и что-то взорвалось в воздухе. Меня подбросило на месте, и Марию тоже. Когда мы слышали звук ракеты возле нашего магазина, я сразу же звонила мужу, чтобы спросить, где он, жив ли, здоров. Мой муж говорил: «Я жив, не бойтесь». Или он слышал, как ракета падала рядом с домом, тогда он звонил и спрашивал: «Где вы? Прячьтесь скорее, идите к соседу, убедитесь, что вы в безопасности». Район, где находится мой магазин и где я работаю, называется Норгюх. Мы называем примыкающий к нему районом Постан-Паша. Атака на Постан-Паша произошла во время поста на 4-й день Рамадана. Я очень хорошо запомнил эту дату. Я не смогу забыть ее. Мы заперли магазин в четверг и пошли домой, а на следующий день мы узнали, что ехать в Норгюх стало невозможно, поскольку снайпер из района Постан-Паша держит на прицеле все движущиеся объекты, будь то человек, автомобиль или велосипедист. В этот день мы осознали, что положение серьезное. Когда был слышен звук ракеты и взрыва, в течение нескольких секунд казалось, что ты в аду. В других странах также были войны и политические кризисы, но я никогда не могла представить себе, что мне тоже надо будет пройти через все это. Я шла вся дрожа, когда, возвращаясь из колледжа, слышала звук мощного ракетного удара и машины скорой помощи. Я не могу забыть те моменты, когда кто-то на улице поторапливает тебя и говорит, что здесь нельзя двигаться медленно, надо идти быстро. Такие моменты я забыть не могу. Твоя жизнь поворачивается на 180 градусов. Я всегда спрашивала себя, будет ли этому конец. Когда есть какой-то радостный повод, то можно забыть об этом. Но даже мелочи могут вновь вернуть плохие воспоминания. Каждую секунду мы боялись, что придут боевики. Но это был страх, который мы чувствовали в ту секунду. В конце концов, когда видишь, что войска рядом, чувствуешь воодушевление, что у тебя есть защитник. То же самое происходит и когда пугаешься, слыша взрыв недалеко от дома. Но когда мы видели, что рядом был армейский боец, мы могли перевести дух, чувствуя, что в этом районе нам нечего бояться. Я работал при церкви, водил карету скорой помощи. Однажды мне поручили поехать за телами 2 погибших людей. Видеть трупы и присутствовать во время хирургических операций для меня стало привычным делом. Но выезжая, я не знал, чье тело мне предстоит перевезти. Увидев тела, я испытал шок. К сожалению, я узнал одну из погибших. Это была Дзила.
Дила была в гостях у Мирей. Они были очень близкими подругами. Мирей, Арман и Дила погибли возле супермаркета. Гибель Мирей, Дила и Армана оставила боль в душе всех нас. Когда мой отец рассказал мне о случившемся, я не могла поверить в это. Было невозможно принять это. Но Вследствие всего этого я понял одно. Все это будет медленно добираться и до меня. После случившегося Мария пребывала в таком душевном состоянии, что это также сказывалось на ее физическом состоянии, и надо было что-то делать. То же происходило и с Акопом. Раньше он был очень живым, веселым мальчиком, который также помогал в церковных службах. Но в последние пару недель я более не видел его жизнерадостности. Он угасал. Несколько раз я вечерами говорил с ним. Его ответ всегда был таким: «Папа, мы уже достаточно настрадались. Больше не хотим переживать эту боль. Хотим какого-то выхода». И моим единственным выходом тогда было ехать в Армению. Слава Богу, Арутюн, как ты возмужал. Здравствуйте. Всем тем, кто меня спрашивает, почему же я решил ехать в Армению, а люди, которые знакомы со мной, знают, что у меня есть связи в церкви и что я мог бы переехать жить в Италию, я отвечаю одним предложением. По европейским меркам я хочу жить восточной жизнью. в течение 5 лет мы жили в состоянии неопределенности и страха. Но когда мы приехали сюда, то увидели, что есть и нормальная жизнь. Я в доме оставила все так, как будто мы скоро вернемся. Очень трудно оставлять свой родной дом, свой город. С собой я ничего не взяла. Надеюсь, что еще вернусь домой. Я думала, что поеду в Армению, пережду там, пока не установится мир. Я в доме укрыла все предметы, чтобы они не пылились. Мы охотно оставили ту жизнь, поскольку прежде всего это вопрос безопасности. Слава Богу, здесь все мирно, на душе у меня спокойно. Мы можем выйти на улицу и чувствовать себя в безопасности. Вот Акоп ходил на прогулку один и вернулся. Радость детей — это огромная вещь для меня. Дети очень рады, они очень довольны, и я рада и довольна вместе с ними. Я оставил там все. 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 Я, конечно же, очень скучаю по Алеппо. Не хочу, чтобы мои друзья там оставались. Хочу, чтобы они тоже переехали сюда. Мир — очень большое сокровище. Мы не задумывались о ценности мира до начала войны. Теперь же мы его ценим. Я написал статус в Фейсбуке. По дороге в Армению у меня была тяжелая ноша, но я решил эту проблему, заплатив деньги за каждый килограмм. Но как мне решить проблему тяжелого бремени воспоминаний?
Я написал стихи о войне в Алеппо на арабском языке. حلب حدا عمل خطية إلا إنه الله عم بيعاقبنا ولا عشان هلا بيجوا غفورته إنش أرنم. Какой же грех совершил народ Алеппо, что с ним происходит такое?